Что же, всем здравствуйте. Продолжаем наше вещание. Новый час, новая программа. У нас «Культурный код», и в гостях Митхаз Абдин, актер Хакасского национального драматического театра имени Топанова. Митхаз, здравствуйте. Все-таки так или иначе, можно сказать, начался культурный сезон в республике, несмотря на эпид-ситуацию. В каких постановках вы сейчас задействованы, над чем работаете в новом творческом сезоне? Ну, сейчас мы работаем, репетируем, но сейчас пока приостановился с репетицией. Ставим спектакль Мольера по мотивам Мольера «Лекарь по неволе» на хакасском языке. Ну, не так давно, у нас был в гостях Сергей Николаевич Домажаков, который тоже как раз говорил по поводу Мольера, но это иностранное произведение. Да. Сложно ли осваивать материал, скажем так, именно иностранного толка? Или сейчас его уже и так на сцене неоднократно ставили именно в российских театрах, и уже более понятно все равно эта пьеса? Да, знаете, мы тогда люди проработали над текстами, и особо сложностей не было в плане того, чтобы выдержать стилистику, потому что на хакасский перевели, и здесь сложнее было бы, если бы на русском играли, то тогда бы да, а тут на хакасском и так все самобытно проходит и очень весело. Ну, то есть такого национального формата здесь накладывает ли отпечаток именно национальный толк на, например, произведение, которое сейчас ставится? Да, в какой-то степени, да. Но это такое авторское все-таки отклонение не портит произведение никаким образом, Нет, именно нет. национальный формат. Вам 27 лет, получается? Да, пока 26. Да, скоро уже будет 27. Для актера театра это такой все-таки начинающий возраст, или это уже все равно освоенная такая профессия, взрослая творческая жизнь начинается? Ну, я еще пока студент. Я учусь сейчас в Красноярском институте искусств имени Хворостовского. Закончил первый курс. Ну, в плане того, что начинающий, не начинающий, начинающий артист может быть и в 30 лет, и в 40. Поэтому, да, я считаю, что я начинающий молодой артист. Но если говорить о творческом пути, то, может быть, есть уже какие-то сложные произведения, которые вами освоены, либо на которые вы больше всего обратили внимание, и они для вас были именно такие труднозатратные, по большей части? Ну, знаете, я работаю не так, здесь не так много в спектаклях, но всегда есть сложности. В любом спектакле встречается, это творческий процесс, и всегда преодолеваем это с помощью режиссеров. Ну и кроме того, вы являетесь лауреатом второй степени республиканского конкурса авторов чтецов «Поэзия души», называется, который посвящен столетию поэта-драматурга Кельчичакова. Да, в Абакане, я так понимаю, проходил конкурс в прошлом году, в 2019. Да. Что это за конкурс и какое ваше было в нем участие? Ну, конкурс проводился в честь столетия со дня рождения нашего поэта Михаила Еремеевича. Читали его стихи, вспоминали его творчество. Людей было достаточно много, жюри было, сидели квалифицированные, артисты тоже были. И выходили, люди читали, кто профессионально, кто занимается, кто-то нет, и в таком плане. Ну, вообще, поэзия для трансляции со сцены, она все-таки сложнее несколько, проза, либо еще другого формата произведения? Да, поэзия, она такая, в плане того, что поэзия, ее нужно уметь читать, я так думаю. Нужно выдерживать какой-то ритм, понимать, кого ты читаешь, понимать само произведение. Выдерживать нужно. Все равно любой стихотворение, оно, как и любое произведение, поддается каким-то условным рамкам. Ну, так скажем, и нужно выдерживать их. Если ты это выдерживаешь, и у тебя получается, то со сцены это очень хорошо звучит. Ну вы берете в руки поэтическое произведение, делаете ли вы какие-то пометки, где поставить паузу, где ускориться, где замедлиться? Как внутренне вы сами индивидуально прорабатываете произведение, прежде чем его прочитать на сцене? Да, конечно, это проводится чтецкая работа над текстом,
смысловые паузы, логические ударения и так далее, и так далее. Переходы эти все нужно понимать. То есть там с карандашиком сидишь. Сначала нужно прочитать стихотворение для начала, и потом понять, о чем оно, а потом уже садиться и разбирать, уже с карандашиком сидеть. То есть, подчеркивать, какой... скажем так, не факт, если, например, читать произведение громко, возможно, там где-то делать какие-то паузы, томно вздыхать, не значит, что ты хорошо это произведение прочитал. То есть здесь вот именно такой профессиональный все равно нужен подход, и в первую очередь именно с холодной головой нужно понять произведение. Да, конечно. Сначала нужно понять, а потом уже пытаться читать. Ну и в целом, если все равно говорить по работам, по произведениям, вот у вас да, тоже большой перечень ролей в спектаклях. И да, сейчас, я так понимаю, вы работаете над «Осенней скукой» в том числе. Или это уже прошлое произведение? Это прошлое произведение. Это прошлое произведение. Ну, да, вот собирая информацию, просто отметили, что одно из ярких таких для вас произведений, если можно так сказать. Возможно ли вот ваша роль мечты, вот произведения, которое вам больше всего нравится, и вы бы хотели его проиграть на сцене, это произведение? Роль моей мечты? Да. Да, в принципе, нет такого, чтобы что-то охота сыграть прям, ну, как можно сказать, Гамлета хочу сыграть, или что такого нет. Любая роль, она интересная. И как бы, как это сказали, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Тебе дают роль, ты сказали, вот будешь, вот твоя роль, ты берешь ее и начинаешь работать, какая бы она ни была. Есть он звоночек в студии, давайте его послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, да, Юрий, вот что хочу узнать у вас, я, кажется, вас помню, Константин. Роль кукол, в каком спектакле вы хотите сыграть, чью роль вы хотите сыграть? Спасибо огромное. Спасибо, да, это наш постоянный слушатель с такими внезапными вопросами по поводу вот роли, только что мы поговорили. Я напомню, что у нас в гостях находится Мидхаз Абдин, актер Хакасского национального драматического театра имени Топанова. Кроме того, да, вот, например, вы играли танцора, воина, официанта, то есть, ну, абсолютно такие разнокалиберные роли, но несмотря, возможно, на, скажем так, простой, возможно, именно формат, к роли вы готовитесь все равно, ну, скажем так, по-новому, по-разному. Возможно, где-то какая-то физическая нагрузка, возможно, где-то более морально, вот такой, ну, тяжелая трансляция каких-то слов. Вообще, как происходит подготовка к ролям? Подготовка к роли, ну, когда собирается команда та или иная, которая будет работать в этом спектакле, ты проходит читка, ну, застольный период называется, и ты сидишь, читаешь с режиссером, для начала просто узнать, что там в этой пьесе, затем, когда уже подходит читка к концу, и режиссер какие-то установки дает на дом, то есть ты идешь домой и уже непосредственно с текстом сидишь, уже понимаешь, что режиссер хочет сказать этой пьесой, этим спектаклем. И уже от сверхзадачи, от того, что хочет сказать режиссер, уже начинаешь выстраивать свою роль. Потом приходишь на репетицию и уже как-то подготовленный. Ты показываешь, а вот так можно. Он смотрит, говорит, хорошо. Или нет, давай все-таки уберем, или что такого. То есть дома работаешь и с заготовками приходишь уже на репетицию. Ну, дома пришлось поработать, скажем так, несколько месяцев, поскольку пандемия внесла свои коррективы. Как был вообще распределен ваш творческий процесс именно в период вот именно пандемии? Ну, возможно, больше читали, смотрели, какие-то новые элементы изучали. Вот как проходили репетиции работы вообще театра в период пандемии? Как проходили? Сложно проходили. Ну, в плане того, что мы не встречались, это однозначно. Как репетировать, когда ты не можешь встретиться и на сцене работать? Да. Ну, у нас текста у всех есть дома, то есть ты либо работаешь с текстом, либо можно созваниваться со своими партнерами, коллегами и спрашивать что-то, ну, в таком плане. А так, помимо этого, еще
всякие онлайн-трансляции проводили. Ну, в основном в этим занимались. То есть онлайн-трансляции, сказки рассказывали, или что-то вон, стихи те же читали на камеру и выкладывались в сети. И это все на сайте потом появлялось. Ну, это некий такой поэтический вечер. Вот то, что вы читали стихи, их записывали, потом выкладывали, я так понимаю, на YouTube-канал. Да. Да. И произведение вольный был выбор или какая-то определенная тематика у вас была? Тематика автора. Именно какой-то автор. Вот мне понравился автор, я нашел сборник его, потом весь сборник прочитал и выбрал, который мне нравится, и уже потом начал записывать. Ну вот региональная поэзия, да, вот, например, если взять прошлого года конкурс, там, не знаю, есть, конечно, классики, есть там, ну вот, золотая коллекция поэзии российской, международной и так далее, скажем так. Отличается вот региональная поэзия от другой поэзии, скажем, вот в этом формате, ну, в вашем восприятии, возможно. Оригинальная поэзия. Да. Ну, наши поэты, наши соотечественники, они, наверное, больше как-то любви к родине, к Хакасии, много пишут таких вот именно на эту тему. Ну и в то же время бывает и общие темы, любовь, также Да, любовь конечно. и так далее. Ну, я думаю, что все поэты писали любовь к родине, тоже Пушкин, все писали любовь к родине, и наши поэты также любовь к родине, лирика и так далее, сатира, может. Но если все-таки вернуться в ситуацию вот именно с пандемией, когда в электронном дистанционном формате вы репетировали, сложно ли вообще вот именно в моральном плане по видеосвязи, возможно, какие-то там кусочки произведения проигрывать, как-то вот разучивать роли, ну, нежели, например, на сцене, там, не знаю, в стенах, скажем так, театра? Да, это сложно. Сложно. Именно не усвоить материал, а в моральном плане, да, вот сложность. Ну, знаете, когда ты сидишь дома и у тебя перед глазами текст, ты невольно начинаешь проигрывать у себя в голове, что ты хочешь с этим. Ну, читаешь текст и что-то уже охота сыграть, а дома как бы партнера нет, как бы и не с кем взаимодействовать, поэтому сложно. И только смыслово, только если как-то разобрать текст по смыслу, и все, что-то, ну, по задачам также разбить текст, и все. А в плане того, что репетировать дома один, без партнера, это сложно. Вот. Ну, я думаю, что да, с одной стороны, эти сложности уже преодолены, ну и, опять же, из-за буйства коронавируса, конечно, все возможно, но будем надеяться, что сфера культуры все-таки вышла у нас в офлайн формат и уже полноценно будет вот радовать зрителей. Вообще, вот вы соскучились по зрителю и как вот играть, скажем так, без зрителя вообще, возможно ли для артиста? Соскучились, конечно, все артисты, мне кажется, скучают по зрителям, когда не для кого. Ну, ты в творчестве, и ты не можешь дать себя кому-то, то есть зрительному залу. Это сложно. Ну и начинаешь скучать. Скучать, и не знаешь, чем себе заняться. Книги читаешь, фильмы смотришь какие-то интересные. И когда вот сейчас, если все хорошо будет, и с этой пандемией все закончилось, то уже все ждут, когда уже выйдем на зрителей. Уже все хотят. И также вы сказали, что вы сейчас обучаетесь в Красноярске, получаете вот именно академическое образование по театральному уже направлению. Да, высшее образование. Высшее образование. Вот на ваш взгляд, для артиста все-таки важным образом образование проявляется? Или человек может быть, ну, например, от природы талантливый? Или здесь вот именно такие все-таки формальные документальные моменты нужно соблюсти, чтобы вот был у тебя диплом, например, актера? Ну, этому обучает. Обучает. 5 лет, конечно, нужно обучаться этому. Как я считаю, талант, он, если есть талантливые люди, и когда ты приходишь на поступление, люди, педагоги это видят, тебя забирают, а потом тебя начинают ломать, как говорят. Начинают ломать и раскрывать. Ты уже становишься более профессиональным специалистом. Ну и кроме того, вот да, вы получаете академическое образование в институте, и при этом еще работаете на сцене. Нет ли вот, ну, разницы вот именно восприятия? Ну, вы уже, можно сказать, да,
получаете опыт, ну вот не в аудитории, например, в учебной, а получаете опыт на сцене уже профессиональный. Но здесь нет ли такого вот определенного задвоения? Я и так уже, например, это знаю. Возможно, там какие-то занятия могу пропустить, поскольку я работаю на сцене. Да, я думаю, что учиться нужно всему. Любой мастер. Мастера все дают что-то свое. И я, допустим, учился в медицинском колледже, когда мне мастер дал какие-то, ну там колледж дал какие-то базы. Тонкости там не успели просто дать тонкости, потому что времени было мало. 4 года всего. А потом сейчас поступил, получается, мы учимся, и уже начинаешь это вспоминать все, и это здорово. Начинаешь это все вспоминать. Нет такого, конечно, такого нет, что я артист. Такого нет. То, что мы артисты, мы также ходим на занятия с ребятами, то посещаем, не пропускаем, ходим, учимся. Ну, это у вас, скажем так, есть выезд работы перед сессией, или вы вот в дистанционном формате обучаетесь? Вот прошла сессия летняя, у нас дистанционно была. Зимой еще была сессия первая, она у нас, мы ездили уже в Красноярск. Какие учебные дисциплины вы сдаете в период сессии? Ну, это, то есть, актерское мастерство, либо есть какие-то стандартные предметы, как, не знаю, русский язык, там, математика, что-то вот еще. Или это только касается вот здесь вот актерского мастерства, все дисциплины? Нет, актерское мастерство, сцен речи, сцен движения, история искусств, история театра, это все мы проходим как настоящие студенты, все. Изучаем историю театра с древнегреческих времен до нашего времени. А если у вас источники вдохновения, ну, то, что, не знаю, там, может быть, это природа, музыка, книги, либо какие-то еще есть элементы, по которым вдохновляетесь? Источник вдохновения? Да. Да, они по-разному всегда появляются. Иногда хорошую музыку послушаешь, и что-то так нахлынет. Или фильм хороший какой-то посмотришь, особенно советский. Прям так охота что-то. Ну, по-разному. Также через творчество, через искусство. Также хороший пойдешь на спектакль, хороший посмотришь, тоже потом выйдешь так вдохновленный какой-то. Так, и потом ходишь потом везде, чтобы такого придумать. И потом можно сесть за чистый лист и что-нибудь написать, какой-нибудь сценарий. Всегда ну вот опять же, да, обращаясь к конкурсам, также вы являетесь дипломантом республиканского конкурса самостоятельных актерских работ, который называется «Вдохновение». Номинация «Лучшая заявка молодого актера». Что это за конкурс? Это конкурс проводится с помощью СТД проводится, Союз театральных деятелей проводит у нас конкурс в театре. Это конкурс, где актеры самостоятельно разрабатывают какой-то отрывок роли, либо берут какое-нибудь стихотворение, любое произведение и выходят на зрителя. Также сидят жюри наши, и они потом просматривают все, и потом что-то... Ну, полезный конкурс, хороший, то, что в плане того, что когда ты выходишь, и если режиссер увидел что-то хорошее, он потом берет на заметку себе и потом говорит: а вот что ты тогда вставил то-то, то-то, ну покажи мне. Ты ему показываешь, он такой: а давай поставим. Ну давайте поставим, и вот так вот. В общем, это на то и, наверное, и направлено, чтобы актеры самостоятельно могли вдохновиться и показать, что они могут. Ну и кроме того, да, вот не так давно у нас был в гостях Леонид Валентинович Еремин, министр культуры Республики Хакасия. Еще перед началом, скажем так, творческого сезона он сказал, что есть, ну, такие методики, все-таки репетирование, начало работы театров, которые разработаны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, ну, социальная дистанция, защитные маски, либо какие-то еще параметры. Но вот здесь, если все-таки брать такую стандартную репетицию, и вот в условиях коронавируса репетицию, как-то вот у вас сейчас есть различия именно перед, безусловно, постановкой, вот работа перед постановкой? Да, конечно, сейчас с этим все строго, все в маске, в социальной дистанции, как говорят сейчас. Мы сидим друг от друга подальше, чтобы... Ну, мы пока на сцену не выходили, ну, проверяешь температуру, соответственно, да, приходишь, посмотришь температуру, обрабатываешь руки, садишься в масочке и читаешь. Ну, пока сейчас у нас дальше читки не ушло. Ну, до эпидемии у нас мы уже
репетировали уже на сцене, а потом, когда эпидемия настала, получается, и мы подзабыли это все, и текст начали по новому вспоминать, и сейчас опять так случилось, что не получается пока репетиции. Ну вот как можно работать над текстом, например, в социальной дистанции, либо в масках, например, как-то все равно, мне кажется, теряется вот, какое-то вот настроение, какая-то вот именно волна, на которую настраиваются вот артисты все вместе, которые работают над пьесой. Ну, в этом плане мы просто уже работали над этим спектаклем, мы его вспоминали, и как бы поначалу первые читки просто вспоминали текст, а потом уже все помнили, и по действию, по задаче уже все выполняли. Сложностей не было, поэтому как бы на сцену еще пока не вышли, поэтому сложно что-то сказать. Но если, вот, например, память, не знаю, там какая-то мышечная память, либо вот все равно откладывается так или иначе произведение в уме, и тебе потом его проще, скажем так, вспоминать, играть, например. Да, мышечная память помогает в этом плане. Мы просто работали по задачам, то есть по интонации, так скажем. По задаче, что хочется, что задачи вспоминали какие-то. А мизансцены тоже другое дело. Она каждый раз меняется от репетиции к репетиции. Как бы, а в этом плане, да, конечно, помогает. Но мы сидели, пока просто вспоминали задачи. Ну, я думаю, да, все равно, конечно, есть определенные параметры, такие определенные настройки, которые все равно еще стоит сделать, прежде чем выйти на сцену. Ну, пока что, скажем так, выходить некуда, поскольку все равно театр находится сейчас вот именно на ремонте. Да, например, если в академический драматический театр Лермонтова, он собирается свои произведения ставить на сцене ГЦК «Победа», вот у них тоже заявлено несколько спектаклей. Ну, филармония, да, начала работать. Ну, вот пока что у театра Топанова определенные сложности в этом смысле. Вот по вашему мнению, не знаю, какие-то, возможно, там уличные спектакли, уличный вот именно формат работы актера, он важен в целом? Вот, возможно, например, просто выйти и читать, не знаю, там стихи, либо какую-то вот пьесу, возможно, на улице проигрывать. Неинтересный опыт? Это интересный опыт, но это даже больше как-то называется правильно. Какой-то, нет, не презентация, слово такое. Ну, интересно, конечно, но это не совсем театр. Это больше какая-то забыл это слово. Ну, в общем, можно, но нужно как-то это все организовывать. Как-то, чтобы люди не просто стояли там или что-то, чтобы сидели и было понятно, что это именно театр, а не кто-то там. Ну вот некоторые, я почему задал этот вопрос, некоторые федеральные артисты, уже опытные артисты достаточно, как театр и кино, они вот ставят такие, возможно, массовому зрителю непонятные произведения в непонятных, скажем так, местах. Это, не знаю, там бывшее здание завода, либо вот еще какие-то, например, такие декорации они используют, и на такие произведения приходит не совсем много людей. Ну, пускай там 20-25, скажем так, вот именно отъявленные фанаты, либо вот друзья знакомые, которые составляют вот именно зрительский, скажем так, на коллектив. Ну вот на территории, не знаю, республики, вот может быть где-нибудь в городе, возможен ли такой творческий эксперимент, что попытаться вот именно сыграть произведение на улице? Ну, конечно, можно, все можно попробовать, но просто надо это идти, искать единомышленников, найти единомышленников, которые скажут, а давайте попробуем. И потом уже выбирать место и оповещать, чтобы люди знали об этом, что в этом плане будет проходить. Приходите, смотрите. А там уже придут, не придут. Как-то так. Но если вернуться в стены театра, ну,
дай бог, чтобы все-таки ситуация уже поскорее разрешилась с ремонтом. И опять же, исходя из санитарно-эпидемиологических норм, рассадка будет через одного человека в шахматном порядке. То есть зрительный зал не будет заполняться полностью. Вам сложнее будет играть произведение, то есть для полупустого зала, нежели, например, для полного зала? Или нет разницы, хоть и для одного зрителя, но вот все равно стопроцентная вот такая работа? Ну, на полный зал, конечно, лучше играть. А тут, когда, ну, в связи с этим, то будем так же играть, как для любого зрителя. Что хоть для одного, хоть для двоих, троих будем играть. Но сложнее то, что меньше народа и как бы отклик от зрителя не всегда получаешь. Ну, то есть получаешь, ты будешь его получать, но не в том мере, когда будет полный зал. Ну, отклик от зрителя – это именно, не знаю, аплодисменты, либо, возможно, комментарии по ходу произведения, или все равно себе зрители такого не позволяют, все равно что-то выкрикивать, например, либо там не вовремя аплодировать. Ну, это отклик от зрителя, это, знаете, такое, ты это, наверное, чувствуешь больше. Угу. Ты даже аплодисмент один какой-то, ты уже чувствуешь, как это все четвертая стена, как бы, Да. четвертая стена, и зритель вообще считается непосредственным непосредственным участником спектакля, спектакля. От зрителя тоже много чего зависит. Поэтому ты его чувствуешь, когда понимаешь, что ты идешь туда, куда зритель тебя понимает, зритель тебя слышит. Это дорого стоит. Ну и состав театра Топанова достаточно разноформатный. Как вот есть опытные актеры, так есть и молодые актеры. Вы работаете на сцене вот именно в комбинированном, опять же, формате и со взрослыми актерами, и с молодыми вашего возраста. Вот нет ли здесь по каким-то моментам различия? Вот молодой актер и уже опытный взрослый актер. Сложно ли с ним взаимодействовать, нежели со своим, например, ровесником, либо чуть постарше себя человека? Ну, наше старшее поколение, конечно же, у нас всегда, опыт есть, конечно, мы прислушиваемся к любым советам наших старших актеров, да, артистов. И когда обычно замечания делают уже после репетиции. Ну, то есть репетиция прошла, либо сцена какая-то не получается, он тебя там позовет, там, Митхас, маленько попробуй, так, хорошо, попробуем, давайте попробуем. Это получается, пробуешь, и получается так. А с молодыми актерами, то есть ты можешь на месте договориться сразу же. То есть уже знаешь, мы все молодые артисты, получается, мы все друзья, все хорошо друг друга знаем, и когда сцена какая-то идет, то договариваемся мы уже сразу, можем договориться сразу. То есть давай пробуем так, и сразу же пробуешь. А с взрослыми маленько они посмотрят, они чувствуют сцену, как она идет правильно, в ту сторону, не в ту сторону, а потом уже после говорят, вот, попробуй так. И мы прислушаемся, и режиссер также сидит в зале, да. Но ему также может направлять, говорить. Ну вот еще одно обстоятельство работы – это контакт с режиссером. Безусловно, он важен. То есть, в первую очередь, его мнение все-таки является неким таким решающим. Или есть свое авторское видение, авторское понимание, которое вы тоже говорите. Ну, например, режиссер говорит, что, вот, например, ты на сцене ходи вправо, а вы говорите, нет, мне комфортнее пойти влево, потому-то, например. Вот, возможно ли ваши такие авторские правки? Ну, здесь, знаете, как сотворчество должно быть. Если ты говоришь, что я хочу идти налево, а он говорит, что ты иди направо, ты должен сначала пойти направо, а в следующую репетицию пойти налево, и он будет смотреть, правильно это или неправильно. То есть ты уже показываешь, что давайте попробуем так режиссеру. Он смотрит потом и уже сам выбирает, куда же ты, а может ты не направо и не налево пойдешь, а пойдешь вглубь сцены. И, в таком плане. То есть всегда вариантов много. То есть сотворчество с режиссером, он тебе объясняет, ты понимаешь, выполняешь. А потом ты говоришь, а может так попробовать? Он тебя слушает, попробуем. Ты по ему показываешь, что ты задумал, он смотрит и уже сам решает.
стоит оно того или нет. Ну и кроме того, да, вот является ли возраст каким-то ключевым моментом, ключевым фактором? То есть, например, актер взрослого формата, взрослого возраста, может ли сыграть молодого, как и молодой, например, сыграть взрослого? Возможно ли так на сцене? Да, конечно, можно. Но здесь вот нет никаких, опять же, возрастных абсолютно рамок. Здесь вот именно зависит от, скажем так, пластичности, моральной некой такой пластичности самого актера. И возможно ли у вас, вот, например, если вам будут предлагать сыграть, например, более взрослого, скажем так, человека, может быть, даже старика, ну, загримирую вас, сможете ли вы вот сыграть старика? Ну, думаю, что смогу в течение нескольких репетиций, то все равно перевоплощение произойдет. Ну, с помощью режиссера, конечно, и с помощью хореографа тоже пластику выставлять. То есть там. Другое дело, когда сама роль, то есть понятие такое, что дорос до роли, не дорос. Вот в этом плане сложно. Потому что ты можешь играть старика, ты можешь сделать пластику, нагримироваться, но будешь говорить не в ту сторону, потому что ты не дорос еще до этой роли. Ну, так говорят. Ну, не в физическом смысле, а именно таком, в моральном. Вот, да, в голове. Ну, И так, это не буду речь. сам актер понимает. То есть я сейчас могу, мне это посильно, либо наоборот не посильно, по-моему. Да. Именно То есть восприятие. по роли смотреть надо, потому что как бы смотришь. Сложные роли бывают, да, потому что ты говоришь, я не смогу, допустим, а он говорит, сможешь, и потом пытаешься с режиссером что-то из этого сделать. И в большинстве случаев получается, конечно, но не всегда актеру остается удовлетворен то, что он сделал эту роль по совести, как-то я так, не знаю. Как-то не хватает. Ну, это всегда так. После любого спектакля просматриваешь и думаешь, вот здесь надо было по-другому, вот здесь надо было по-другому. Ну, это всегда так. Ну, это такие все равно правки, естественные правки, которые так возникают в любом случае при работе с произведением. Возможно, даже уже постановка вся проиграна, полностью уже все срежиссировано, сделано и выдано зрителю, и потом все равно такой обратный мыслительный процесс происходит. Есть такое, да. Что, может быть, надо было вот так вот сделать, а вот так вот. Ну, а при этом все равно, мне кажется, в этом-то и прелесть наполнения, что вот как тебе тогда виделось, как ты вот это вот сыграл, так на самом деле и должно быть, возможно. Ну, а потом, либо повторяя это произведение, возможно, да, уже появится вот, опять же, новая форма, по-другому, те же слова можно, скажем так сказать. Да. Но спектакль начинает жить уже. Когда спектакль показали, получается, на сдаче, на зрители уже премьеру сделали, а все равно репетиции проходят. Перед любым показом спектакля репетиции так иначе не проходят, и тогда уже можно это сделать. То есть ты запомнил, что вот здесь можно было по-другому. И ты уже на репетициях делаешь так. И говорят, да, хорошо. И ты уже в спектакле уже по-другому. Ты живой. Да, здесь и сейчас. Это такой, в целом вообще творческая среда, тем более театральная среда, это такой все равно живой организм, такая определенная экосистема, которая тоже постоянно развивается, и это бесконечный, безусловно, процесс. Ну и много, безусловно, мнений, конечно же, да, вот артистов, в принципе, сколько людей, столько и мнений. Ну что же, мы продолжаем программу. Телефон прямого эфира 2261, либо трансляция на YouTube-канале Бакан24. Подключайтесь, будем обсуждать культурную именно сферу нашей республики, ну и в том числе театральную жизнь. Ну и кроме того, да, является ли для вас, если все-таки мы говорим про работу на сцене, работа со зрителем, является ли для вас страшным сном, например, что зрители постепенно начинают уходить из зрительного зала, либо не так активно аплодировали, ну, либо были какие-то еще вот такие вот определенного рода загвоздки. Морально это как-то может вас оттолкнуть? Как-то оттолкнуть во время спектакля? Либо вот, не знаю, там как-то в себя загнать, что вот вы начнете думать, а может быть, правда, я что-то не доделал на сцене. Ну, после спектакля, конечно, остается осадок такой неприятный, потому что зритель уходит. Но именно во время спектакля, то есть ты дорабатываешь все, ты не обращаешь на это внимания. Зрители уходят, но ты должен доработать для тех, кто остался. Вы не будете думать, что, наверное, дело во мне.
Я что-то не так делаю. Дело даже не в этом, наверное. Ну, как бы здесь каждый решается. То есть каждый артист для себя делает какие-то выводы. Это все, кажется. Ну, я думаю, не только молодые актеры, возможно, вот с такими мыслями потом, например, после произведения уходят со сцены, но и опытные, взрослые в том числе, конечно же, да, возможно, обратив на эти обстоятельства внимание, что кто-то ушел из зрительного зала. Возможно, что-то было сделано не так. Но, возможно, просто есть у каждого какие-то свои личные причины, у человека срочные дела появились, либо еще какие-то есть моменты, поэтому, собственно так говоря, и вышел из зрительного зала. Но вот, да, конечно же, являются аплодисменты. Я думаю, что здесь слезы — это вообще, наверное, самая высокая награда для артиста, как от смеха, так и от драматического именно формата. Но есть, да, классическое, конечно, вот именно все равно проигрывание пьесы. Если взять сейчас вот современную драматургию, молодую драматургию в том числе, там присутствует матерная обсценная лексика. Тем самым вот именно молодые драматурги выражают так свои эмоции. По вашему мнению, может ли вообще мат звучать со сцены, именно с театральной сцены в том числе? Ну, тут можно говорить, обсуждать долго. Ну, я не знаю, как бы, если мат этот оправдан, я считаю, что если мат этот оправдан, то думаю, что можно. Но не через слово мат, слово мат. Это не красиво, это не прилично. А когда мат оправдан, и он, в принципе, люди, мы все взрослые, и как бы понимаем, что да, здесь, может быть, нужно было бы этот мат сказать, а не использовать мат ради мата, это нет. Но если ваши роли будут попадаться, например, вот именно в современной драматургии произведений попадаться матерные слова, вы будете их произносить или будете искать синонимы все равно? Но тут, извините, тут автор написал, и ты как бы должен соблюдать текст автора, как говорится, уважать автора. Буду. Придется. Если режиссер скажет, то я, да, скорее всего. Может быть, где-нибудь, да, сомневаюсь, если где-то буду сомневаться, может быть, еще буду оспаривать этот момент, чтобы произносить мат или нет. А так, если скажут, то да. Ну, то есть актер не имеет права вносить свои вот именно корректировки, зачеркивать слова, писать синонимы в своей роли, отклоняясь от авторского все равно произведения, от авторского видения. Ну, вообще, это нежелательно, говорят. Ну, то есть, есть текст, и ты должен строго придерживаться текста. И даже если какая-то реплика есть, и ты ее должен в точности произнести для партнера, а ты произнес как-то по-другому, и партнер тебя не понял и ждет, пока ты произнесешь именно ту реплику. И неловкая пауза возникает, ненужная пауза, и как бы тут нужно желательно по тексту. Ну да, есть, конечно, все равно произведения разного формата, и в том числе, да, с матерной лексикой, не только вот и в театральной именно жизни, в литературной в том числе сейчас встречается много произведений, опять же, с матерной лексикой. Ну, какая ваша вообще методика разучивания текста? Вот как вы запоминаете то, что будете транслировать на сцене? Может, у вас какие-то есть свои вот авторские моменты, или просто это прочтение несколько раз, возможно, десятков раз текста? А в плане того, что да, спектакль вот элементарно запомнить текст. Элементарно запомнить. Ну, нас учили как? Нужно внимательно прочитать текст, понять, о чем. Затем можно делать киноленту видения, так называемое. Просто берешь, написано «Ночь, улица, фонарь, аптека». Ты берешь и пишешь «Ночь». С чем у тебя ассоциируется ночь? Звездочку нарисовал. Улица, нарисовал город, уличку нарисовал. Аптека. Там написано, нарисовал крестик такой аптечный. Потом уже «Ночь, улица, фонарь, аптека». Ты уже видишь. И потом вот такими ассоциативными картинками для себя ты их вырисовываешь. Каждое можно словосочетание, не каждое слово, а словосочетание можно там бессмысленный, тусклый свет, и ты сам для себя уже думаешь, бессмысленный, там рисуешь картинки какие-то, а потом их читаешь по картинке. Можно даже текст убрать, вот так, отложить, картинку достать. Вот эти все вот картинки смотришь, и по картинкам можно читать. А потом опять сворачиваешь, ты достаешь текст и уже смотришь, где-то, может, где-то не произнес неправильно, где-то, а потом уже корректируешь уже там.
Ну, в таком плане можно делать. Либо заучивать. Но заучивать нежелательно. И это правильно говорят. И именно если чтецкий, то идет кинолентовидение. То есть идет ряд картинок, и ты уже в голове у себя видишь. А если ты у себя в голове видишь, то и, говорят, зритель видит. Ну, так учили. Ну, это вот такая классическая методика запоминания текста. Да. Ну, все по-разному, конечно, все по-разному. Или есть все равно какие-то индивидуальные моменты у артистов, каждый по-своему, скажем так, может текст запоминать, это не является вот таким Кто-то память хороший, да. Может с одного раза запомнить, а может с одного раза запомнить и выдать. А кто-то прям может ночами не спать, запоминать и не запомнить. Ну вот еще один страшный сон – это забыть текст на сцене. Может ли импровизировать тогда артист на сцене, например? Ну, ему нужно досказать его роль, поскольку по времени он еще присутствует на сцене, он забыл текст и планирует уходить, но надо все равно еще остаться. Но тут бывает такое, да, это называется чистый лист, когда ты говоришь, и потом что-то раз, и просто не помнишь, текст просто выпадает у тебя, и ты совершенно не помнишь реплики. И тут либо сам как-то пытаешься с этой ситуации выкарабкаться, либо тебе партнер помогает. Ну, в частности, зачастую партнер, который с тобой рядом, он всегда партнер помогает. Он видит, что ты текст забыл, допустим, и он тебе как-то подскажет, либо доскажет реплику за тебя, допустим, может такое быть. То есть, если ты, когда выходишь на сцену, ты играешь для партнера, не для зрителя, не для режиссера, для партнера. Вот. То есть, если какая-то такая ситуация какая-то, то партнер, он тебя спасет. В таком плане. Ну, скажем так, партнер, все равно так или иначе все взаимодействуют на сцене, кто задействован, скажем так, в пьесе, они все взаимодействуют между собой. Ну, то есть у вас есть своя пара, у другого актера, либо актрисы тоже, скажем так, своя пара есть, но при этом все равно работают, скажем так, друг на друга вот в этом плане. Ну, поскольку вот если все равно вернуться к тексту, вы выучили свой, скажем так, свой именно эпизод, другой актер, актриса тоже выучили свой эпизод, но при этом, возможно, не знают текста друг друга. Или не может быть вот именно такой ситуации, что вы не знаете текста своего партнера или партнерши, и ваш партнер или партнерша тоже не знает, например, вашего текста. Ну, элементарно не сможет вам подсказать. Но для этого существуют, например, общие читки, все равно общая работа на сцене, точнее, общая репетиция. Да, мы же репетируем вместе, ты все равно так или иначе как-то запоминаешь то, что он тебе говорит, и свой текст все равно, нет, ты все равно запоминаешь. И ты, бывает такое, что ты текст и свой, и его знаешь, вплоть до реплики. Там, такое бывает. Потому что ты работаешь просто в репетиции, спектакль ставится в течение, в среднем 2 месяца, 3. И ты в неделю видишь этих людей 6 раз в день по несколько часов, и ты просто уже автоматически запоминается это все. Ну и бывали ли у вас такие случаи, когда вы понимали, что роль не моя, возможно, ее сложно выучить, либо по каким-то другим вот именно индивидуальным моральным параметрам, или нет такого вот именно, что можно отвергнуть, скажем так, роль? Во время студенчества было такое, когда у нас были госэкзамены, и мы брали эти пьесы, бывали очень сложные. И, допустим, у меня одногруппник взял пьесу «Варшавская мелодия». Очень сложная, и я мучился с этой ролью. Я знал, что сложно, а делать надо, это пошел госэкзамен. Ты все равно через себя переступаешь, пытаешься делать. Это в какой-то тоже степени тоже урок для тебя. То есть, если ты видишь, что роль не натягивается, ты пытаешься до нее дотянуться, и все равно ты где-то читаешь что-то, какой-то материал, где-то смотришь что-то, и все равно накапливается это у тебя. Для тебя это полезно, когда ты вот так. Определенного рода, да, все равно. Но отказывался не отказывался никогда. Индивидуальный опыт, который нужно пройти, нужно изучить, чтобы потом в дальнейшем, если будут такие случаи происходить, чтобы уже понимать, что нет, скажем так, не твоих ролей. Если режиссер определил, произошло такое распределение, тебе досталась такая роль, значит, в принципе, так и надо, соответственно. Да, будешь тянуть лямку, пытаться, стараться, конечно.
У вас бывали ли такие опыты творческие, индивидуальной работы на сцене, когда вы были один на один со зрителем? Или в основном это коллективные такие появления на сцене? Вы именно спектакль? Да. Ну, Да. возможно, вот именно в вашем эпизоде, что вы один выходили на сцену и больше никого нет из партнеров на сцене. Да, было такое, конечно. Морально труднее работать одному на сцене, нежели вот именно с коллективом. Но тут в зависимости от того, что в этой сцене происходит, либо ты разговариваешь со зрителем, если ты со зрителем разговариваешь, то как бы не так сложно. Если ты один работаешь, то есть ты должен работать по задачам, ну, сложнее, да, в плане того, что ты один, как бы мандражик такой все равно есть. Но ты все равно готовишься, ты к этому готовился, ты выходишь, ты уверен в себе и выполняешь то, что ты выполнял всегда от репетиции к репетиции. Ну да, вот много методик на самом деле, как не бояться зрительного зала, как не бояться, в принципе, аудитории, перед которой ты выступаешь. Я сейчас не говорю, конечно же, про актерскую вот именно стезю в целом, если, например, все равно человек с каким-то текстом выходит к трибуне на сцене. Учат ли работать вообще вот именно со зрительным залом, возможно, не реагировать на него, не обращать внимания, и, ну, то есть как вот побороть все равно боязнь именно толпы для актера? Боязнь толпы. Ну, если можно так выразиться. Но все равно, сколько бы ты ни выступал, сколько бы ты ни работал со зрителями, всегда любой выход на сцену всегда волнительно. Любой артист очень волнуется, выходя на сцену. А по поводу того, что боязнь толпы, зажим, есть такое слово зажим, когда ты зажимаешься, это плохо. И множество всяких методик есть для того, чтобы не было зажима. Но самый главный зажим идет от того, что ты не уверен о том, что ты говоришь. Есть такое, когда ты выходишь, допустим, с какой-то программы чтецкой или проза, и ты в тебе нет той уверенности, что ты хочешь сказать зрителю, такое есть, понимаете? Что ты хочешь, я хочу сказать зрителю, ты выходишь и говоришь. Если ты это не поймешь, у тебя будет зажим. Вот такой, зажим по-разному будет проявляться, но он все равно будет. Кто-то зажимается, у кого-то голос, у кого-то что-то еще, кто-то начинает наоборот еще как-то больше так вот руками разводить, доказывать что-то. Надо быть уверенным, что ты говоришь. Что ты говоришь? Ну, все равно может у актера на сцене произойти зажим. Ну, например, он себя чувствует свободно на сцене, какую-то часть вот именно произведения. Потом у него вот происходит некий такой зажим, и он потом снова начинает свободно играть. Или все равно в одной паре, как он вышел на сцену, отыграл произведение, в принципе, так его и закончил. Ну, тут разные ситуации бывают, как бы тут не то, что зажим, тут ты выходишь, если ты вышел свободным, и что-то случилось такое, что какая-то непредвиденная ситуация, Да. то тут как бы зажим-то будет, но надо сделать так, чтобы зритель это не увидел. Вот и все. Как бы пытаться что-то сделать так, как это говорится, с хорошей миной при плохой игре, как-то мы или что-то такое. Ну, в общем, нужно выходить из ситуации, когда что-то идет не так, и нужно выходить, не уводя какую-то сцену в другую сторону. Ты примерно понимаешь, куда идет, ну, куда, и туда уходишь. Ушел, все, и потом думаешь, блин, надо это в следующий раз подготовиться получше или что-то в этом плане. Ну и у нас с вами остается еще 8 минут до конца эфира, до конца дискуссии. Все-таки если вернуться к работе над произведениями, над источниками вдохновения, иностранного формата, какое бы вы произведение хотели сыграть на сцене? Ну вот Мольер, да, над ним идет работа. Ну вот, например, да, Сергей Николаевич Доможаков играл вот в пьесе «В ожидании Годо» и «Пролетая над гнездом кукушки». Достаточно такие серьезные произведения. В дальнейшем вот, вы бы себя в каком произведении из таких вот хотели бы видеть, если у вас какие-то, ну, может быть, именно такие золотые произведения? Зарубежные, да? Ну, возможно, зарубежные, а может быть, на самом деле, отечественные.
Да нет, как бы особо таких нет предпочтений, чтобы где я хотел сыграть или что-то. Ну, есть любимые книги, есть любимые пьесы. Ну, у меня любимая пьеса «Утиная охота» Вампилова. Вот. Ну, хотелось бы, вот, допустим, так, на скидку сказать, Вампилов, «Утиная охота», роль Зилова. Вот, ну так, можно Ну, сказать. это достаточно серьезная роль, достаточно Да, серьезное да, произведение. да, Ему надо очень долго, на самом деле, готовиться. До нее дорасти надо еще. Ну и да, и, конечно, да, вот, как вы говорите, дорасти. Ну и кроме того, да, вот, например, мы тоже в прошлом эфире обсуждали, есть, конечно же, Пушкин, которого называют нашим все, но есть в том числе, например, Гоголь, да, тоже, можно сказать, золотой драматург, безусловно, для российского театра, для международного театра, в том числе, в принципе, как и Чехов. Но вот если вернуться к академической ситуации, к стенам института, Островский, через него проходят, ну, в принципе, вот все студенты. Это тоже некий такой определенно золотой стандарт именно вот обучаемости актера, вот, например, Островского изучить в институте. Классика? Да. Ну, классика-то, конечно. Изучает, читает все это, как-то, ну, историю с театра. Но я когда учился, мы как-то об этом, мы это прошли, мы это изучали на истории театра и прям делали анализы эти все. То есть о чем пьеса, всех поведений всех персонажей. Но играть не играл. Там, вот Островского, нет, классиков не играли. Но оно тоже является все-таки, вообще Островский является непростым достаточно автором. Да, конечно. Да, безусловно, конечно, здесь возможно, да, по индивидуальным каким-то параметрам ищет для себя актер произведения, да, возможно, это видение режиссерское, ну и вот есть академические все равно вот такие параметры, по которым будущий актер изучает произведение. Ну и да, у нас есть еще с вами 5 минуток до конца эфира. Телефон прямого эфира 22 61, СБ-трансляция на YouTube-канале Бакан 24. Ну, если еще пройти все-таки по конкурсным именно моментам, да, вот они размещены, кстати, на сайте театра имени Топанова. Тоже, кстати, нашим зрителям и слушателям стоит обратить внимание, много интересной информации. Кроме того, да, вот, например, участвовали также лауреат первой степени в Краевом медиафестивале «Созвездие талантов». Ну, правда, это было 6 лет назад, Минусинский, в 2014 году. Вообще, в целом, вот такие конкурсы, ну, талантов, если можно их вот так вот грубо, скажем так, назвать. Ну да, более есть, конечно же, интересные, важные конкурсы. Для творческой личности такие конкурсы нужны, важны, или все равно вот, ну, получил приз, скажем так, поставил галочку для себя, можно, скажем так, идти дальше. Или в творческой наполняемости, в каких-то, возможно, своих личных моментах, ну, вот участие, оно нужно вот именно в таких творческих форматах. Я считаю, что да, это полезно будет для артистов, потому что ты, когда выходишь на сцену, ты с какой-то программой. Ты читаешь и всегда на зрителя выходишь, и это для артиста, как это сказать, получаешь удовольствие и привыкаешь говорить со сцены. Ну, я когда вот эти все конкурсы выходил, чтобы побороть себя, попытаться пробовать. То есть вызов в первую очередь себе у вас? Да, больше себя, то что смогу ли я выйти на зрителя и уверенно рассказать то, что я хочу. Ну так, попробуй стоять и говорить со зрителем. Ну, возможно, да, этот вопрос надо было в начале нашего эфира задать. Почему именно вот актерская среда? И почему именно театр, а не какая-нибудь другая специальность? Ну, это мой выбор. Я с детства просто этим начал увлекаться, вот этим всем общественной жизнью, все мероприятия у нас в деревне. Любое мероприятие я бегу с ведущей и так далее. В школе кружка не было, но как-то пытались сами все сделать. Получалось у нас своим кругом каким-то мы делали там всякие сценки. У нас КВН тот же пытались. Ну, для вас уже
скажем так, профессиональный творческий путь был определен еще со школьной скамьи, а то, может быть, даже и раньше. Вы сразу понимали, что в дальнейшем я вот именно буду актером театра? Да, да. Возможно ли в вашей дальнейшей творческой жизни, например, работа не только в театре, но и в кино? Считаете ли вы кино вообще вот именно каким-то, возможно, новым творческим этапом для себя, если вам предоставится такая возможность? Ну, один раз снялся не кино, это был кинопоэзия. Хакасфильм проводили, мы сделали небольшой ролик на стихи наших поэтов. Ну, это интересно, да, это не театр, это по-другому все. Если предоставилась возможность такая, то я, конечно, откликнулся. Кино интересно такое. Снялся один раз, мне понравилось. Ну, И всё, опыт абсолютно другой, вот, нежели театр. Кино Да, отличается разительно. Да, другой. И даже, пускай это вот маленькая эпизодичная роль, и вот в региональном кино, но можно сказать, что это все равно вот именно кино, и вот такой определенный есть между ними водораздел. Ну и кроме того, да, вот в период пандемии кинотеатры пока вот не показывали, не работали именно с большим кино, показывали вот именно хакасские произведения, Хакасфильм, опять же, студия, сезон, можно сказать, хакасского кино производила. Но и тем более, что, оказывается, с 2012 года Хакасфильм, в принципе, да, вот работает уже 8 лет, даже больше 8 лет, конечно же. Ну и, да, вот сейчас зритель узнает, оказывается, о хакасском кино. Вот, определенный период времени они уже находятся здесь. Вот в вашем понимании все-таки у нас минутка остается. Хакасское кино это для большого экрана или все-таки для небольшой аудитории? Хакасское кино. Ну, это зависит от того, кто это делает. Вот Юрий Курочка, Хакасфильм и Мария Канадакова. Да. Ну, я думаю, что кино, это и есть кино, почему нет? На большой экран можно проводить. Ну, люди идут, главное, это показатель того, что люди хотят смотреть. Люди хотят видеть это наших киноделов в большом кино, именно на большом экране. Ну что же, будем тогда завершать наш эфир. 20 секунд у нас буквально остается. Я напомню, что у нас в гостях был Мидхас Абдин, актер Хакасского национального драматического театра имени Топанова. Мидхас, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в эфир. Будем рады видеть вас снова и поговорим, я думаю, все равно о новом творческом сезоне. Ладно, спасибо вам огромное. Скоро увидимся в эфире.